Меня зовут Эркинбек Уланбек. Наша команда состоит из 5 человек. Мы занимаемся протезом уже примерно 4 года. И самая примитивная версия протеза мы уже пришли к тому, что можем уже управлять всеми 5 пальцами. Вот. Наша компания называется Genelis Bionics. У нас изначально было 2 команды, то есть независимых, со стороны Светланы Тукешева и из нас, то есть Дастана и меня. Вот. Мы отдельно от них занимались, и они тоже отдельно от нас. Они тоже делали протезы, мы тоже в университете на дипломный проект хотели сделать бионический протез. Вот. И мы нашли друг друга после, они у нас, как я помню, через ВКонтакте или через соцсети, короче, узнали про нас. У нас сейчас большая проблема создать именно культиприемник. То есть гильза, как еще называется, это вот эта приемная часть для руки. Вот. Эту часть нужно сделать очень удобным. У нас пока что не получается такого. Вот. Это самая сложная часть пока что. А что для этого нужно, чтобы сделать? Так, сейчас мы думаем сотрудничать с протезным заводом, чтобы они предоставляли нам именно вот эти культиприемники. А с нашей стороны будет именно сам протез. Вот. Есть несколько типов пластика, которые мы используем. ПЛА и ПГ, они все гипоаллергенные и разлагаются, кроме ПГ вроде бы. Ну, тут сложно сказать. Мы путем проб и ошибок все это делаем. У нас самый примитивный протез был с одним, то есть вот это самый примитивный, можно сказать, один моторчик, и все пальцы тянутся вот, туда и обратно, как бы сказать. Один протез может занимать от тестирования до уже прототипа месяц примерно. Так, один протез мы пока что только 3D-печать используем, так что сумма небольшая, можно сказать. Но в основном финансирование ушло на 3D-принтеры, вот на здания и так далее. Зарубежные протезы минимум стоят $10 000. Вот. Мы делаем так, чтобы протез был очень дешевым, примерно за $2500–2500. Будет, возможно, и более дорогие версии тоже. Пока нужно еще заказывать, еще несколько, может 5 штук или больше 3D-принтера нужно. Самый дешевый стоит 16 тысяч вместе с доставкой и так далее. Например, Ender 3 Pro называется. Так, как бы сказать, там есть принтер, который печатает фотополимером. Он очень точный, но довольно хрупкий материал. Вот. Хотелось бы смесь и того принтера, но пока что такого нет. Но есть принтеры, которые печатают металлом, но они очень дорогие. Где-то 10–15 тысяч долларов вроде бы стоит, или даже больше, как я помню. Так, металлические скоро будут, потому что мы отдали, например, один палец токарю, чтобы он нам шестерню, то есть винт и шестерню выточил. А те, которые мы использовали, были из пластика. Сейчас тут стоит пластик, и он недолговечен. Примерно несколько дней использования хватит только. А сейчас мы уже, скоро будет готовы, вот эти шестерни, винты, тогда уже поставим металлические детали. Ну, честно говоря, тут, в принципе, любой металл сойдет, только бы не пластик. Да, но в этом случае мы используем для винта сталь и для шестерней бронзу. Сейчас новые версии протеза сделали очень, как бы сказать, модульными. Например, вот эти протезы можно вот там вытащить и обратно вставить. То есть вот эти пальцы можно отдельно принтеры, вот это на отдельном и так далее. То есть в день можно по несколько протезов, в принципе, выпускать. Да, у нас скоро будет готово помещение, еще одно будет в клинике уже. Там все будет. Это пока что там строится все. Вот. Скоро будет свое помещение, вот это все. Скоро пробуем внедрить нейросети, чтобы обучать протез, чтобы он распознавал жесты разные. Для серийного, например, если сделать стандартные размеры для протезов, то было бы неплохо использовать технологию инъекционного ввода пластика. То есть китайский фабрик, например, использует такую технологию, где берутся 2 формы, и в него вливается пластик под давлением. Вот, таким образом можно за несколько минут одну детальку выпускать очень быстро, но это очень дорого.
То есть у нас пальцы модульные, мы можем просто остальную часть увеличивать, уменьшать, как угодно. Стоимость, да, вроде бы не будет. Но я пока точно не знаю. Ну, по идее, не будет. Мы поставили определенную планку, что за 3000 особо не будем прыгать, цена. Да, испытывали, только вот оно работает, но именно проблема с удобством получается. Протезный завод попробует нас сделать именно культеприемник, и мы сделаем для него корпус и все остальное, и посмотрим, как это все будет работать. Мы составляли смету оборудования всего, что нам нужно. Так, ну, мы примерно $50 000 насчитали. Ну, мы особо не считали пока, сколько будем выделять на себя. То есть мы тоже должны заработок получать. Вот это пока что не посчитали. По идее, на сутки без проблем хватит. Активно используем. Но микроэлектроника не сильно дорогая. В принципе, так, мы используем вот эти микросхемы STM и от AVR. Вот эти. Так, нам прежде всего нужен хороший ЧП-устанок, чтобы вырезать из пластика, попробовать именно из пластика детальки вырезать. Пятиосевой станок такой, вот, ЧП-устанок. И побольше принтеров. Например, вот этот корпус будет печататься 14 часов, может быть, если хорошее качество установить. SLA принтер хотел, SLS принтер, то есть он выпекает из порошка, из пластмассы, например, нейлон и тому подобное. То есть он слой за слоем выпекает с помощью лазера 3D-модельку. Вот такой принтер хотелось бы, но они тоже дорогие. Я точно не помню цену, но не сильно дорогие тоже. Это как обычный килограмм пластика тоже стоит. 1500, наверное, килограмм. У нас все модульно, так что с этим проблем не будет. Потому что у нас будет уже готовый размер и так далее. То есть, как бы сказать, у нас будут уже напечатанные модели, так что они могут просто приходить, заменять детали и все. Так, пальцы мы уже пробовали. Да, в принципе, получается. То есть мы можем просто взять вот эти пальцы и переделать их под перчатки, например, чтобы тяговые были. Я не знаю, видели ли вы такие протезы, где просто пальцы работают? Только мы из пластика не думаем, что они будут хороши. Лучше из металла какой-нибудь делать. С одной стороны, так, этот протез получился довольно уникальным. Строение, можно сказать, только строение. Вот. Но с другой стороны, вот эти пальцы и так далее у всех практически одинаковые. Вот. Так, там есть компания, которая называется Bibionic. Вот, это очень крутая компания, которая производит протезы и очень давно, как я помню. Финансирование. То есть в основном это тот принтер, который будет печатать именно металлом.